Bizden prezidentimiz Rüstem Ögüleş Minhanov meni жіберді мында сіздің білен көрішерге совет держать, айтсам болайын, держать совет с аксакалами, с крымскими татарами, потому что я очень часто бываю в Крыму, и как бы мы выполняем свою миссию, может быть, в какой-то степени возвращаем долги. Так получилось, что долгое время мы, все наши общения были на уровне Всемирного конгресса татар, да? И то и они были не такие большие. Но с учетом того, что сейчас ситуация поменялась, и сейчас Крым находится в составе Российской Федерации, президент Российской Федерации попросил Рустама Галеевича помочь нашим братьям крымским татарам как бы войти в эту российскую действительность, понять в какой-то степени на примере того, что достиг Татарстан, те принципы, которые были заложены великим крымским народом еще в старые добрые времена, когда у вас было свое государство, когда было мощное крымско-татарское ханство. Последние ханы казанские, это династия Гиреев. Мы поэтому не разделяем нашу историю, она у нас уже спаяна. Вы можете на нас, я к тому, что вы можете на нас положиться, мы постараемся максимально оказать вам содействие во всех ваших делах. Понятно, что мы тоже не все можем решать. Да? Мы, пожалуйста, чтобы не было потом разочарования, что вот мы Сафаров, там, Миниханов, там все вопросы мы там им изложили, а они не смогли. Но то, что мы вместе с вами будем идти для того, чтобы крымские татары имели свое лицо, имели свои школы, имели, я даже боюсь это слово сказать, но какая-то определенная территориальная автономия, что-то должно, конечно, быть со временем, потому что без этого, конечно, эти вопросы будут, это очень некая была бы гарантия, хотя бы, на одной из территорий мы сейчас посмотреть надо территориальное деление Российской Федерации, по-моему, такие сложные территории есть, где некие автономии существуют. Может быть, к этому вам надо будет опять вернуться. То вот сейчас школы были закрыты. Вчера они опять пошли, опять они боролись, опять они отстаивали, классы сохранили. Но еще неизвестно, что будет в сентябре. И вот 26 лет мы боремся вот с этим положением. Сейчас мы так надеялись, что государственный статус языка нам даст широкие полномочия. Нормально, на государственном уровне. Без всяких там отстаивания своего конституционного права. В школе будет вывешено заявление, прошу дать заявление, в каком классе хотите, чтобы ваши дети учились. И дирекция школы, которая за это деньги получает, на основании волеизъявления родителей, открывать эти классы, пожалуйста. Мы вынуждены идти на этот шаг, потому что у нас мало школ. Вот если бы сеть школ у нас была, в местах компактного проживания крымских татар, мы писали проект о том, нам не нужны школы-гиганты, куда собирают учителей, которые крымско-татарским языком не владеют, детей, которые крымско-татарским языком не владеют, и это долгострой, который 20 лет строится. Нам нужно места компактного проживания крымских татар, чтобы были открыты школы, начальные школы на первый момент, и рядом детский сад. Один директор, завуч по детским садам, завуч по начальным классам. Балалығынан ана тілін тербие алып оқыса, осын Япон мектебіне барса да, Крым татар білгісіні, тілін унутмас. Государство нас не обеспечивает школами. Вот в чем наша беда. И мы воюем с русскоязычными школами.